Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и совсем скоро я их представлю. Дело в том, что селу Вилючан Сунтарского улуса исполняется 130 лет. Дата солидная, и сегодня мы будем говорить о истории этого села, о его прошлом, о настоящем. И поэтому в нашей студии гости. Игорь Николаев, советник главы Республики Саха-Якутия, заслуженный юрист Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Сунтарского и Татинского улусов Республики Саха-Якутия. Игорь Игнатьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Также сегодня в нашей студии Зоя Николаева, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия, почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, отличник финансовой службы Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Сунтарского улуса, Нахаринского и Вилючанского наслегов. Зоя Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии сегодня Сергей Барамыгин, глава Вилючанского наслега Сунтарского улуса, почетный гражданин Сунтарского и Татинского районов Республики Саха-Якутия. Сергей Кириллович, здравствуйте. Здравствуйте. Если где-то ошибаюсь, вы меня поправляете. Все нормально, все правильно, да? Неправильно, наоборот. Нет, это не Татинского и не Сунтарского пока еще. А, да? Значит, будете. То есть это было лишнее. Да. Да, тогда вы глава Вилючанского наслега Сунтарского улуса. Да. Точка. Да. Спасибо. И сегодня с нами Валентина Данилова, заместитель директора по административно-хозяйственной работе школы номер 1 города Якутска, а в прошлом директор Вилючанского лицея, в котором руками самих учащихся построено 21 здание. Валентина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Начать я хочу, наверное, с того, что Игорь Игнатьевич, попросить вас рассказать об истоках, прошлом села, которому сегодня исполняется 130 лет. Раньше якуты селились не селами, а родами, которые по разным аласам, по разным урочищам. Вот Вилючанский род, там начиналась она с древних времен. Это где-то начиная конца 17-18 веков. Потому что якутский народ, он, как считают историки, он как народ образовался в 3 долинах, Амгино-Алданском междуречии по реке Сина. Но потихоньку якутов стало все больше, и они стали расселять другие окраины нынешней республики Якутия. И потом массовое расселение началось, когда перебыли якутские казаки и насильственно стали обязывать платить ясак. И люди, чтобы уклониться от уплаты ясака и от личных притеснений, стали расселяться по всем окраинам. И сегодняшняя Якутия – это 5-я часть всей России, и равная 6 Франциям, освоено было нашим народом. А наше село Вилючан, и там фактически это 3 наслега, которые имеют одну историю, одно прошлое. Это Меик, Нахара и Вилючан. Основателем мы считаем Матчагабеге. По данным, которые исследовал наш историк Сомен Карлович Григорьев, Матчагабеге, он уродом из нерюктяйского урода. Нерюктяйский урод – это один из основных уродов хангаласского племени. Это тоже большой урод, и он оттуда, когда он участником был 3-го восстания якутов против казаков, и когда проиграли, начали там преследовать, и тогда он со своими людьми ушли в Сунтарский улус, и
там были уже жили якуты, и они им указали вот то место, которое сейчас находится в Вилючане. Вслед за ними прибыли нахаринцы. Это тоже очень большой род, который сейчас проживает в Мегано-Кангаласском и Амгинском улусах. Это был тоже очень сильный воинственный род кангаласского тоже племени. И они тоже после восстания ушли туда и заняли вот сейчас нынешний вот Нахару. А последующим с Намского, территории Намского улуса, это долина Энгсели, Меикс, там с руководителем Уюгута, и они прибыли, и они образовали там Меикский наслег. И вот все три вот этих наслега, фактически это один и тот же наслег. И потихоньку там нас стало все больше, но там, конечно, были стычки с местными тунгусскими родами, и в связи с этим были и битвы, стычки большие, но потихоньку вот это они отошли, потому что на войне, как на войне, выигрышем оказались наши предки, и вот якутский народ в лице нерюктайцев, нахаринцев и меиксов вот образовали нынешний Вилючанский наслег. А вы сколько времени живете вы сам в Вилючане? Вилючане, вот, начиная с конца 17 века. Не, вы сами. Я лично, я с рождения фактически. Надо же, всю жизнь там живете. Да. Ну, потом, после школы я уехал в армию. После армии учился в Украине, в Харьковском юридическом институте. И так отошел. Но я никогда не перерывал связи с родиной. Я фактически каждый год езжу, иногда год несколько раз. Потому что это родина, без родины я не могу. И есть такое понятие, что Вилючан — это глухомань. Это далекий. Дальше наших якутов нету, да? Но это не так, потому что там жил очень вот сильный кангаласский род, поэтому там и вышли сильные люди. И у нас есть купец Трофим, который сделал дорогу от Вилючан до Мухтуи, дальше до Ботовии, до Бодойбо. И вот так получилось, что вот недавно только тоже об этом в газетах было напечатано, что только в одном хотоне его, вот красноармейцы, когда проировали эксплуататоров, в одном хотоне нашли они столько империала. На номинацию, если перевести на сегодня, это $33 миллиона. В этом глухом селе жил такой купец, в одном хотоне которого хранился вот такое богатство в сумме 33 миллиона. Это получается он фактически долларовым мультимиллионером. Еще в веку истории Вилючан вписана школа, лицей, который единственный, да, вот в республике, и знаменит он тем, что он построен руками учащихся. Расскажите, пожалуйста, да. Валентина Ивановна. Еще раз добрый вечер, да, всех приветствую. И в этом году мы очень рады, что наше село отмечает свое 130-летие. В 2023 году наша школа отметила 120 лет с момента образования, да. Вы, наверное, тогда еще были директором. Нет, я уже тогда не была, я в 22 году закончила быть директором. Работала я там с 2000-х годов. Начинала я простым учителем, потом была заместителем директора по научно-методической работе. Ну и потом с 17 по 22 год я работала директором. И я являюсь выпускницей этой школы, да, и все, как говорится, традиции этой школы заложены во мне. А почему вы ушли с такой должности, с своего такого любимого места? Да, по семейным обстоятельствам пришлось сменить. А так наша история школы вообще имеет очень богатую традицию.
традиции, историю, да, в плане того, что в любом наследии любой нашей республики, если взять, то школа является централизующей в любом наследии, да, и наша деревня, и наша школа тоже такая же, да, в плане того, что с 1890 году было принято решение, Игорь Игнатьевич как раз рассказал о том, что проживал там купец Трофим Павлов, который из Витима к себе пригласил учителей и начал образовывать своих детей. И его дети получили очень хорошее образование. Впоследствии все они стали очень образованными людьми, даже дошли до того, что они работали во временном правительстве, сын работал. Да? А вехи истории нашей школы имеют очень такие этапы. Да? Первый этап — это, скажем так, церковно-приходская школа, которая была открыта с момента постройки церкви Николаевской в 1897 году. Да? Потом следующий этап — это уже начальная школа, когда 1-4 классы открывались в 1907 году, по 30-е годы там они работали. Потом на какой-то период было, скажем так, закрытие. И следующий большой этап связан также с Великой Отечественной войной, когда в школу пришла новый директор, молодая девушка, вот как раз мама Игоря Игнатьевича, да, Ирина Семеновна Яковлева, которая собрала местных детей для того, чтобы сохранить их жизни. Она открыла при этой школе интернат, и этот интернат до сих пор сохранен и носит это имя Ирины Семеновны. Кроме этого, да. А следующий этап — это в 1958 году Василий Гаврилович Акимов был назначен молодым тоже директором, и он в течение очень большого времени, руководя этой школой, внес очень большую такую лепту, да, трудовое воспитание. И благодаря этому трудовому воспитанию все учащиеся вместе со своими учителями строили эти объекты. Из этих объектов есть даже ныне действующие объекты, спортзал, который был построен еще в 50-х годах. Получается, да, Игорь Игнатьевич тоже, наверное, участвовал в строительстве этой школы. Да, в 60-х, скорее в 60-х, извиняюсь, да. Он действует, до сих пор работает, да. И почему привлекли учащихся к строительству? Как говорится, да, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и поэтому для того, чтобы развивать свою школу, да, для того, чтобы развивать свой наслед, нужно вносить собственную лепту. И эту, скажем так, традицию Василий Гаврилович очень хорошо претворял в жизнь. И главное добиться, чтобы образование, чтобы было среднее. Да. Среднее образование, да? И в 1961 году первая средняя школа выпустила 13 своих выпускников, и эти выпускники все стали очень известными людьми в нашей республике, все стали заслуженными работниками в своих направлениях. Потом в 90-е годы, да, в момент разрухи и так далее, вся система, которая была выстроена при Василии Гавриловиче Акимове, это материально-техническая база, это профессиональное обучение, которое получали ученики, да, наряду с тем, что они строили все эти объекты, они еще получали специальность. И в результате у них после окончания школы уже были специальности, по которым они спокойно работали. И до сих пор мы сохранили эту традицию, и учащиеся, заканчивая 11 класс, получают корочку водителя, швеи, тракториста, да. И, соответственно, они уже, как говорится, социализированы. Они хотят оставаться потом в селе, чтобы этими профессиями зарабатывать? Да, многие благодаря этим специальностям очень хорошо служат в рядах нашей армии, да, потому что они уже имеют эти специальности. То есть трактористы спокойно становятся танкистами, водителями и так далее, да. А девушки работают, скажем так, самозанятыми и так далее. То есть это дает очень большую подспорье для того, чтобы начать жизнь уже, как говорится, да, сразу после окончания школы. Здесь можно добавить, что
Василий Гаврилович, он Макаренковскую систему внес, да, чтобы все дети трудились. Мы после каждый день, 3 раза в неделю, обязательно после школы, например, работали столярами и плотниками. Каждую неделю 3 раза. И в результате все выпускники Вилючанской средней школы, куда бы они ни попали, где бы они ни жили, они всегда умели, все умельцами. И это очень дало большое, думаю, подспорье даже некоторым ребятам, которые вот других, вот в Керестях, когда центр совхоза было, наши ребята, которые получили права в Вилючанской школе, они стали самыми известными механизаторами. Ну и кроме того, я хочу вот добавить по истории, вот любой наследник, он славится своими знаковыми людьми. Вот это небольшое вроде село, да, у нас мы сказали, что уже про Трофима купца. Есть, что были купцы Никита, который тоже торговал с Бодайбо с Иркутском. И кроме того, после них у нас с маленького села было после революции 2 наркома. И республика, это нарком финансов Андрей Павлов, это внук купца Трофима. И еще Илья Тукайнов, это нарком образования. После них тоже были много секретарей райкомов, а тоже у нас самый известный Владимир Григорьевич Павлов, который работал в ЦК КПСС. Он был инструктором, ответственным за несколько областей. Он был министром образования, был первым секретарем горкома и министром топливной промышленности республики. А таких людей у нас полно. Вот современных выпускников у нас, выходцев из Вилючан, были 2 заместителя председателя правительства республики. Кроме того, по всем отраслям очень много вот таких людей. Много заместителей министров. Замминистра внутренних дел был заместитель председателя Верховного суда республики. По всем направлениям, это вроде бы небольшое село, да, дало очень больших успешных людей. Это, конечно, и заслуга самого наследия, его традиций, его истоков, и плюс к этому вот в последнее время это заслуга выдающихся учителей, которые работали в Вилючанской школе. Ну вот я здесь добавлю, да, что заслуги Василия Гавриловича Акимова были учтены, и в 1999 году школе присвоили его имя еще при жизни его. Да. Никогда такого не было, чтобы имя директора, да, давали при жизни. Обычно всегда дают же людям, когда они уже их нету, да, но тут благодаря его заслугам его выпускники попросили, и соответственно руководство пошло им навстречу. Вообще население. Да, красиво, и население, да. И Василий Гаврилович сам был выдающимся педагогом. Да. Потому что вот 90-е годы метод Шаталова распространяли, рассказывали, показывали по телевизору, а он это применял в 60-х годах. Это шоковое запоминание. Это вот для любой учитель или кто должен такое придумать и сделать шок ребенку, чтобы он на все запомнил. Да, я знаю, у нас преподаватель истории, я училась в 80-е годы, она как раз вот этот метод пыталась внедрить, и мы очень в штыки встречали вот это вот все, потому что это было непривычно, но я помню, что запоминалось хорошо действительно. Это шоковое запоминание. Да, это какие-то чертились таблицы, алгоритмы, даже не таблицы, а алгоритмы больше, да, ну, посредством которых... Простой пример. Один раз он заходит и фактически бежит и останавливается прямо у стола и чуть не падает. Потом стоит, это что такое? Мы сидим, молчим.
инерсия, говорит. Запишите это инерсия. И вот он показывал на примере, и мы всегда насмерть, на всю жизнь запомнили. Наш первый блок заканчивается, и спасибо Валентине Ивановне и Игорю Игнатьевичу. Вы нас покидаете во втором блоке, но зато к нам присоединится Елизавета Эдуардовна Егорова, уроженка вашего села, и мы продолжим говорить о такой знаменательной дате. Оставайтесь, через короткие 4 минуты вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы продолжаем. Говорим сегодня о знаменательной дате. Селу Вилючан Сунтарского улуса 130 лет. Исполняется, завтра пройдут мероприятия, которые приурочены к этой знаменательной дате. А сегодня в нашей студии гости, люди, которые живут в этом селе, которые очень любят это место. А сегодня в нашей студии Сергей Барамыгин, глава Вилючанского наслега Сунтарского района. Сергей Кириллович, еще раз вас приветствую. И, конечно же, вам первому дам слово. Сейчас представлю еще гостей, которые вместе с вами в студии. С нами по-прежнему Зоя Дмитриевна Николаева, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия, почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, отличник финансовой службы Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Сунтарского улуса, Нахаринского и Вилючанского наслегов. И к нам присоединилась Елизавета Эдуардовна Егорова, уроженка села Вилючан, заместитель начальника программной службы НВК Саха. Елизавета Эдуардовна, здравствуйте. Добрый вечер. Я рада, что вы нашли время сегодня вместе с нами. Поближе вас просит режиссер чуть к столу подвинуться. И, Сергей Кириллович, давайте начнем с того, что вы расскажете, как вам сегодня работается в статусе главы Вилючанского наслега и как ваше село живет в эти дни. Здравствуйте еще раз. Наше село находится в 160 километрах от районного центра самого Сунтара. Самая отдаленная деревня района. Вот, как Игорь Игнатьевич говорил, считают то, что там самые дальние, глухомань, говорят. Но раньше у нас и дороги такой не было, у нас весной и осенью, и зимой даже, трудно было добираться. А сейчас, слава богу, там дорогу построили муниципальную, спасибо главе района. Так, сейчас круглогодичная дорога имеется. Население в основном, сейчас население фактически там 545 человек. В школе учатся 120 учеников, в детском саду 52 ребенка, в принципе, как и везде, наверное, в деревне все равно там с каждым годом все меньше народу, меньше учащихся. 120 человек, это же совсем мало. А вот вы говорили, что в этой школе 21 здание, я правильно поняла, построенное руками учащихся? Или это разное время? Да, разное время, Вот эти вот здания, которые были, сейчас их некоторых нету. Валентина Ивановна говорила, что сейчас спортзал, допустим, она работает, сейчас и до сих пор она работает. Это здания, они как отдельные здания были или как помещения, как отдельные здания? Да, отдельные здания. Так, про что я говорил? Я всегда говорю то, что раньше считалось то, что будем развиваться и вырастем до города, допустим, деревня. Я считаю, что сейчас надо сохранять то, что было. Но если оттуда уезжают люди уже... Вот поэтому я говорю, сейчас надо сохранять, что есть. И для этого, что мы сейчас делаем? Самое главное, в селе, мне кажется, сельское хозяйство. Поэтому сейчас мы все это дело возрождаем. Допустим, сейчас у нас работает фермер Максимов Андрей Алексеевич. Он занимается скороспелкой, картошкой, морковь, свекла и так далее. И сейчас он, с некоторых времен начал сажать как это называется, муку, в общем, выращиваем. Собственную, получается. Пшеницу. Пшеницу. Так, еще не только же скороспелкой, живет деревня. Сейчас мало кто держит крупнорогатый скот.
Поэтому вот, с прошлого года молодые ребята, ну, сейчас же модно говорить о кооперации, кооператив, вот они объединились втроем, молодые совсем ребята, и в этом году мы запустили кооператив, Победа называется кооператив, и построили, точнее возобновили коровник старый еще с колхоза, совхоза, вот, и 75 голов сейчас держим. Вот только вот начали вот такие работы, и надеемся, что сельхоз, вот именно Продукция. да, продукция в нашем селе все-таки останется. И я считаю, Но это что для того, чтобы обеспечить само да, село да. или вывозить на Нет, продажу? Только для себя? Да, смысл в этом. То, что жители села должны питаться своей продукцией, свежей продукцией, молоком, да, мясом и так далее. Ну тогда вот, допустим, вот этим молодым людям, о которых вы говорите, есть резон оставаться в селе, да? Они вроде бы как Вот, да, нашли свое дело, и у них это будет получаться, потому что будут покупать. А как еще вы заинтересовываете молодых людей, чтобы они оставались и работали в селе? Или это, ну, вы сами молодой достаточно? Вы, кстати, как давно в этой руководящей должности? Ну, у меня сейчас второй срок пошел. В этом году осенью избирался во второй раз. По кадрам, да, по нехватке кадров вот этот вопрос всегда задают, и это сейчас очень волнует людей. Ну да, у нас, вот то, что я говорил, из-за того, что деревня отдаленная, и бывает то, что и дороги не бывает иногда, да, поэтому отток кадров очень большой. Сейчас молодых специалистов трудно найти, трудно привлечь. А привлекать надо как? Должна быть полностью благоустроенная среда. Даже сейчас этого не хватает. А что у вас есть вот в селе? Вы сегодня из села приехали специально? Да, я вот сколько вы ехали? Да, сейчас с Якутска 1160 метров. Где-то А это сколько тогда. времени по часам? В зависимости от сезона. Ну вот сейчас зимой. От Зимой. погоды. Ну, Сейчас допустим, сегодня я еще туман. 17 такой часов ехал. Ой, это очень Ага, долго. на машине, да. О, Это это быстро считается называется. быстро. это вы ради сутками. эфира приехали? Столько времени Ради ехали? мероприятия. Ради мероприятия. А, ваше мероприятие, да, Да, здесь да. вы останетесь. Ага. Понятно. А что там еще есть у вас вот в селе? Ну, кроме, да, вот сельхоз. Да, кроме вот сельхоз. ну, в основном население живет, работает в бюджетных организациях. Школа, детский сад, пожарная часть. Больница. Больница. А врачи с врачами как в Вот, больнице? это тоже большая проблема. Большая да. проблема. Не можем никак найти врача. А как вы заинтересовываете, например, если кто-то вдруг сейчас смотрит и вдруг подумывает, например, в такую даль, в такую глушь? Да, пользуясь случаем, можно сказать, да, мы приглашаем молодых специалистов. А как заинтересуете? Учителей, врачей, наше Ну вот, село. наша очень богатая история нашего села. Там Хорошие люди люди. очень А А добрые. квартиру дадите, если Да. поедете? Да, Квартира дадим, есть. конечно, обязательно. Да? Да. Ну, Конечно, вот в первую очередь требование, чтобы благоустроено было. Сейчас в деревнях же делают благоустроенные. А есть такая Да, возможность да, благоустроенную да, квартиру? да, да. Ну вот это, наверное, Самое может главное. быть такой мотивацией хорошей для молодого То, что я специалиста. говорил, там сейчас не только благоустроенные квартиры интересуются молодые люди, там должна быть и благоустроенная среда, то есть мероприятия должны быть, им, ну, вообще отношение должно быть к ним более лояльное, что ли. А как с этим? Да, ну, с этим более-менее так у нас, мы же говорим то, что у нас деревня отдаленная, поэтому у нас отношение к гостям, Особое, да, можно особое, сказать, да. к зятьям, вообще прибывшим в наше село очень доброжелательное и особое отношение.
Ну, чувствуется, что вы любите ваше вот село. У нас в первом блоке были такие долгожители, да, вашего села. И есть книги, в которых история, да, о том, как жило село Вилючан. И, Зоя Дмитриевна, вы об этом знаете больше, чем остальные ваши, да, соратники. Добрый вечер, дорогие телезрители. Во-первых, я хочу поздравить своих односельчан, жителей села Вилючан с юбилейной датой 130 лет с дня образования нашего наследия. Это большая дата, и это каждый раз мы отмечаем эту дату. Но то, что стало традицией, что провести в городе Якутске, например, это дни Вилючанского наследия, например, да, это впервые было в 2005 году, когда главой наследия работал Иван Иванович Григорьев. По его инициативе как раз дни Вилючанского наследия провели очень хорошо. Это почти неделю. Сейчас у нас такой возможности нет. А проводят всегда в Якутске? В Якутске, да. Это 110 лет было тогда, и, значит, 60 лет Великой Победы. Приучается как каждый раз таким образом. Вот 130 лет, 80 лет Великой Победы, да. И в этом году, например, в России объявлено как День защитников Родины, да. Год защитников Родины. Поэтому вот это наше мероприятие, которое завтра мы проведем, то тоже посвящается нашим защитникам. А что написано пером, не вырубишь топором, да? Поэтому то, что вот мы смотрим в этой книге, это история нашего наследия. В первую очередь хотелось бы, значит, обозначить, до 2000 года начали выпускать книги. Это такое именно наследие, чтобы наши будущая молодежь, будущие наши знали историю своего наследия. А кто авторы этих книг? Авторы разные. Очень много. Я хочу сегодня, например, благодарна, значит, вспомнить наших аксакалов, которые оставили после себя воспоминания о истории нашего наследия. Как это Никита Семенович Глухарев, Петр Николаевич Данилов, Виктор Николаевич Амуков, и так, Игнатий Яковлевич Николаев. Так можно перечислить, их очень много. И книги у нас, это мало доли, которые что сегодня мы показываем. Но сегодня тоже молодежь наши вот там такие, как говорится, вот выпустили такие книги. В первую очередь хотелось бы вот это «Напиши мое имя». Это метрическое на основе архивных материалов. Значит, сейчас очень многие стараются свои родословные составлять, да, именно помощь к этому. Наши теперь, вот мы даже, теперь знаем своих родственников, с какой линии, как идет это. Это, наверное, в республике впервые это такую книгу выпустили. Мы это презентовали, эту книгу. Очень много рецензий давали этой книге, да, поэтому мы очень благодарны вот нашей Анне Альбертовне Маякуновой, да, Семену Карловичу Григорьеву, и, конечно, сегодня в наших рядах нет, это заведующий Сунтарским архивом, который помогал нам, это Аркадий Егорович Яковлев. Ну и эти книги, ну, Анна Альбертовна дальше продолжила. Вот сегодня мы сказали, это купец второй гильдии. Значит, да, мы по-якутски говорим «терепина тыгыт», который вот сегодня сказали, почти сколько-то долларов у него, он такой богатый человек был. Он основал у нас вот наследие. Вначале, конечно, назывался Мачахинский, потом уже Вилючанский, и вот 3 наследия объединенные. В общем-то, мы одной семьей жили. А дальше, значит, история нашей школы. То, что сегодня Валентина Ивановна рассказала, да, вот эту книгу к юбилею выпустили, очень добротную, хорошую, полностью раскрывается жизнь нашей школы на сегодняшний день, лицей-интернат. И сегодня хотелось бы, конечно, остановиться на тех людях, которые наши, мы, конечно, всегда благодарны нашим. Ну, историю создают, конечно, люди.
И в первую очередь я хотела еще остановиться вот в тех книгах, которые выпустились, например, под семьям, да, «Семья Гуляевых». Я вас немножечко перебью. У нас сегодня нам важно успеть сказать про завтрашнее мероприятие и пригласить туда всех тех, кто сейчас нас слышит и смотрит. Поэтому я, извините, что вас перебиваю. Елизавета Эдуардовна, расскажите, пожалуйста, завтра, куда вы приглашаете, чтобы мы успели, куда вы приглашаете всех тех, кто захочет прийти, разделить вот эту вот дату знаменательную вместе с вами, и куда пойдут средства от мероприятий? Да. Поближе микрофон нам нужно будет. Вот, хочется рассказать очень многое, да, вот я Зою Дмитриевну понимаю, и поздравляем всех наших земляков и приглашаем завтра, в субботу, 20 декабря, по адресу Кирова 23А, это здание музыкального колледжа. И завтра будет ярмарка, выставка, встреча всех поколений. Будет еще благотворительный концерт. Приехало очень много наших земляков, и мы всех приглашаем, всех ждем. Время можно сказать? Да, начало у нас 16. Нет, Начало выставка будет, да? 15:30. Да, 15:30 начало. И все средства, вырученные от этого благотворительного концерта, мы направляем нашим бойцам, нашим землякам, которые находятся сегодня за ленточкой, да, так, если можно выразиться, потому что многие наши земляки сейчас находится на СВО, и мы продолжаем, получается, традицию наших бабушек, потому что моя бабушка Елизавета Егоровна рассказывала, как они помогали в годы Великой Отечественной войны, как они ночью шили вот эти кенчи, рукавицы, да. Жизнь циклична, и вот сегодня мы тоже помогаем нашим бойцам, что и делают все, наверное, села нашей республики. Поэтому завтра, пожалуйста, приходите, мы вас всех очень ждем. Давайте еще скажем адрес, куда приходите, время, какая будет программа. Вы вообще молодцы, вы сети плетете все время уже, который год. Хотелось еще поблагодарить общественное объединение добровольцев, через которых мы отправляли нашим парням маскировочные сети, нашим землякам тоже. И спасибо нашим землякам-вилючанцам, которые, вот если мы говорим, они быстренько отправляют деньги, мы собираем, и на эти деньги мы в мае месяце купили очень много запчастей для «Сокола», которые там стояли не работали, и только 5 «Соколов», что ли, они отремонтировали, и это все во благо, чтобы наступил скорее мир. Завтра всех ждем по адресу Кирова 23А, музыкальный колледж, начало в 15:30. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня, рассказали с такой любовью, с такой душевностью о том месте, где вы жили, да, где вы живете, о том, как вы поддерживаете связь с земляками, даже находясь там, да, вот в Якутске Елизавета Эдуардовна живет, и все время вы на связи, все время вы, у нас есть землячество. Да, все время вы поддерживаете друг друга, да, собираете средства тем, кому сейчас необходимы. Это, конечно, дорогого стоит. Вы молодцы. Вообще у народа Саха вот эта вот поддержка друг друга, мне кажется, это ваша очень сильная сторона, да. Очень тесная связь у нас. Да. Спасибо всем слушателям и зрителям. Спасибо за внимание. Хорошего вечера. Приходите завтра.